А вы готовы отправиться в путешествие, полное невероятных приключений, и встретиться лицом к лицу с великим волшебником страны Оз? Тогда вперед в изумрудный город. На сцене Русдрама оживает известная история отважной девочки Дороти и ее верных друзей. Сценические чудеса, красочные костюмы и музыкальное сопровождение. Произведение Фрэнка Баума в русдрамовской постановке звучит по-новому. На глазах у зрителей происходят настоящие чудеса. Стоит надеть на голову шляпу, и прилетают обезьяны. С виду обычные туфельки творят волшебство. А великий и ужасный Оз оказывается вовсе не тем, за кого себя выдает. Я самый обыкновенный человек. Необыкновенный человек. А необыкновенный обманщик. «Возвращение из волшебной страны Оз» – выпускной спектакль детской театральной студии «Чик» при Русдраме. Это уже третий поток проекта. Несмотря на разный сценический опыт, все юные актеры были на высоте. Пели, танцевали, слаженно играли роли, а самые маленькие не стеснялись и даже ни разу не забыли текста. На сцене я играю первый раз. Это трудно, но от этого я получаю удовольствие. Я хочу сказать огромное спасибо нашим преподавателям за их терпение и труд. Я получила от этого просто, не знаю, как описать, но эмоции были прям вау, не знаю. Особенно в тот момент, наверное, когда зрители хлопали или дети смеялись, да? Да. В этой детской студии я занимаюсь уже год, а вообще в театре я уже 5 лет. Это твой, то есть не первый по счету спектакль? Да, не первый спектакль. У нас в Абхазском драматическом театре были спектакли, но в этом театре первый. Я надеюсь, что меня пригласят еще в какие-нибудь спектакли, потому что мне очень нравится играть в театре. И надеюсь, что до момента моего взросления я еще буду играть в театре. В спектакле множество зажигательных песен и танцев. Автором музыки и текста выступил руководитель студии, режиссер-постановщик спектакля, заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. В этом спектакле немножко, конечно, получилось сложнее, чем задумывалось, но мне кажется, дети справились. Потому что на некоторые хрупкие плечи легли несколько ролей, и они вот, как смогли, вывезли. Ну, чем больше будет играться этот спектакль, тем он будет крепче, и тем он будет еще понятнее, и еще, наверное, органичнее, и будет привлекать зрителя. Ну, хотелось бы, чтобы это так было. Пока детки не выросли, было бы неплохо, если бы мы его показывали. Но все будет зависеть от зрителя. Если он захочет приходить именно на этот спектакль, значит, этот спектакль будет жить. Зрители долго не отпускали юных актеров со сцены, задарив их цветами и аплодисментами. В конце дети получили сертификаты об окончании студии. Это их первый шаг к возможной актерской карьере. Мы сделали полноценный спектакль с декорациями, с костюмами, со светом, с музыкой. Это действительно такой спектакль большой формы. И, конечно, для детей большое испытание выйти на сцену в первый раз в жизни на полный зал. Первый выход, мне кажется, для них как вот полет в космос. Они запомнят это на всю жизнь. И для первого раза они справились очень хорошо. Дети очень талантливые. И этот спектакль, так как на него ажиотажный спрос, не все попали сегодня, мы сыграем еще раз 8 октября в 15 часов. Уже объявлен набор в 4-й поток театральной студии. Помимо впечатлений и опыта, дети обретут здесь главное волшебство – дружбу, которая помогает стать умнее, храбрее и заставляет биться сердца в груди. Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение.